В Госсобрании Ил-Тумын 22 ноября состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная юбилейным датам выдающихся женщин-председателей Верховного Совета ЯССР «Жизнь, отданная процветанию родного края», 115-летию Софьи Сидоровой, 105-летию Александры Овчинниковой и 95-летию Евдокии Гороховой. Первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков отметил преемственность, высокую ответственность за прошлое, за традиции государственности республики, народа, которую перенимают современное поколение руководителей у предшественников. Александр Жирков рассказал о самых ярких представительницах Софьи Сидоровой, Марии Нартаховой, Александры Овчинниковой, Евдокии Гороховой, Люлии Григорьевой. Подчеркнул, что женщины-парламентарии сумели логически продолжить стремление народа Якутии к свободе, равенству, справедливости, существовавшее испокон веков в советскую и современную эпохи, не разделяя на идеологические классификаторы и сохраняя процесс с точки зрения исторической преемственности. Председатель Высшего совета старейшин республики Люлия Григорьева остановилась на будущих задачах и предложила обратить внимание на проблему воспитания подрастающего поколения, а также на проблему борьбы с алкоголизмом, пропаганду трезвого образа жизни. В своем докладе о роли личности женщины-лидера в истории Якутии председатель Постоянного комитета Госсобрания по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева отметила, что женщины играли важную роль в становлении и развитии республики, что нынешнее поколение, как и предыдущее, должно стремиться к достойному продолжению заложенных ими славных дел и традиций, и при этом в любой должности не должны забывать, что именно женщина несет в мир гармонию и красоту, является хранительницей домашнего очага. По итогам научно-практической конференции «Роль личности женщины в истории» были приняты рекомендации, в которых Государственному собранию Ил-Тумын Республики поручено обобщить, систематизировать, оформить и распространить представленный на конференции положительный опыт, опирающийся на исторических личностях женщин-лидеров, а также современный опыт общественно-политической, законотворческой активности женщин-парламентариев.